Более 20 лет назад на северо-западе города был образован микрорайон Аркаим. Сегодня в нем проживает порядка 3500 людей. Поселок уже не молодой, сделано в нем многое, но и нерешенных проблем хватает. Информационная группа, побывавшая здесь накануне, ознакомилась со всеми вопросами, волнующими жителей. Руководитель группы и секретарь Совета городского округа Эльза Мансурова более подробно остановилась на послании президента Российской Федерации к Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что страна не может позволить себе просто проедать резервы, а должна меняться вслед за общемировой финансовой конъюнктурой, постепенно уходя от сырьевой экономики. Только изменив структуру экономики, мы сможем решать масштабные задачи в сферах безопасности, социального развития, создать современные рабочие места и повышать качество и уровень миллионов наших людей, заявил Владимир Владимирович в ходе выступления. Также в своем выступлении Эльза Рафаэловна рассказала о проекте «Реальные дела», стартовавшем в республике буквально год назад. По его итогам наш город занимает первое место. В рамках программы строительства социального жилья в республике с 2012 по 2014 годы в городе введено 5344 квадратных метров жилья. Ведется строительство 36-квартирного дома по переулку Интернациональный. 16 и 21 квартирного дома по улице Куйбышева, 11. В 2016 году планируется строительство 72-квартирного жилого дома по улице Индустриальное шоссе, 14. Представители власти рассказали о показателях в различных сферах жизнедеятельности города. В частности, коснулись строительства, программы переселения, ремонта дорог, открытия новых предприятий. На собрании затронули и тему здравоохранения, особо уделив внимание показателям рождаемости. Наши службы по родовспоможению по сравнению с прошлым годом у нас на 100 детей меньше родилось. В прошлом году 1334 ребенка было, в этом году 1216 детей. Это же не только город, у нас ведь рожают Баймак, Хайбулла, Зилаир, это не только у нас Сибар. И в Баймаке меньше стало, и в Зилаире, и в Хайбулла. И общий по республике у нас, наверное, больше 1000 детей действительно появились. Жители поселка, пользуясь моментом, задавали свои вопросы. В основном они коснулись очистки дорог и освещения. Также многих волновало отсутствие аптеки и банкоматов. Представители власти заверили, что обозначенные проблемы по мере возможности будут решаться. Елена Афанасьева, Альфия Янчурина, Радмир Сингулов, Гульгена Раскильдина, телекомпания СТВ.